Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 86 рублей 93 копейки. Евро остановился на отметке 97 рублей 77 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Солидбанк за 83,50. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 91,46. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка за 93 рубля 10 копеек. Продает по лучшей цене также АТБ за 101,96. Якутия планирует добыть до 40 миллионов тонн угля в этом году. Об этом заявил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. По итогам 2021 года добыто более 31 миллиона тонн угля. Если сравнивать с 2020 годом, то показатель в 1,5 раза больше, сказал он. По словам министра, крупные предприятия Якутии находятся в интенсивной стадии развития. Компания «Колмар» поддерживает и наращивает свои объемы, а предприятие «Эльга-Уголь» расширило возможности своей железной дороги практически на 50%. Также ведется строительство обогатительных фабрик. Минстрой страны планирует ежегодно вводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, повысить качество городской среды в 1,5 раза. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, все намеченные планы по выполнению национальных целей в прошлом году, несмотря на кризисный период, перевыполнен. В числе главных достижений он отметил ввод более 90 миллионов квадратных метров жилья, что является абсолютным рекордом для страны, в результате чего были улучшены жилищные условия для 10 миллионов человек или 4 миллионов семей, что превышает план на 20%. Около 14 тысяч молодых семей страны получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий в этом году. В прошлом году жилищные субсидии получили 14,5 тысяч молодых семей. За 7 лет реализации государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан из федерального бюджета было направлено 34 миллиарда рублей, за счет которых субсидии получили 125 тысяч молодых семей. Ежегодно на реализацию мероприятий из федерального бюджета выделяется порядка 4,5 миллиардов рублей. Еще порядка 8 миллиардов рублей каждый год привлекают регионы. Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет дал первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть, заявил парламентарий. Ранее стало известно, что у россиян есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. В случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, она имеет право на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ. Цены за проезд по платным трассам вырастут с сегодняшнего дня, находящимся в доверительном управлении «Автодора». Индексация пройдет по уровню инфляции прошлого года. В компании отметили, что все пользователи могут воспользоваться программой лояльности. С ее помощью можно сэкономить до 15% от стоимости проезда. Все собранные при проезде по платным трассам средства направляются на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог. 2,5 миллиарда рублей направят для поддержания стабильных цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Минсельхоз страны в марте планирует поддержку предприятий в размере 2,5 тысяч рублей на тонну произведенной и реализованной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании по мерам государственного регулирования цен на продовольственные товары. По словам министра Дмитрия Патрушева, в настоящее время обозначилась тенденция к снижению цен на свинину, куриное мясо, яйца и рыбу. Вместе с тем особого внимания требует ситуация по овощам и картофелю. Как отметил чиновник, в связи с тем, что цены на зарубежные овощи выше российских, стратегическая задача – расширение отечественного производства.
Глава Якутии в эти дни работает в Москве. Айсен Николаев встретился с президентом компании «Селекдар» Константином Бейрит. На встрече стороны обсудили итоги деятельности компании на территории Якутии в прошлом году и развитие проектов в этом году. Холдинг «Селекдар» и его дочерние компании добыли в Якутии более 6,5 тысяч килограмм золота. Эти показатели соответствуют уровню 2020 года. Компания планирует добыть около 7 тонн драгоценного металла. В якутском золотодобывающем дивизионе «Селекдара» работает около 2000 сотрудников. Компания занимается разработкой месторождений рудного и рассыпного золота и добычей оловянных руд. 2022 год он должен быть интереснее, потому что мы планируем выйти по золоту, добавить еще сотни килограмм золота, выйти что-то около 7,5 тонн и 3,5 тысячи тонн олова. Ну и вот в этом году мы уже в 2021 рапортовали государству о том, что впервые Россия там не вывозила олово. То есть тот уровень олова 2900, он позволяет России сказать, что там теперь Россия от внешнего олова не зависит. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко и его заместители подведут итоги ежегодного отчета властей за прошлый год в эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха» и радио «Татим» завтра, 26 февраля. Члены правительства разберут актуальные вопросы, интересующие жителей Якутии, и обозначат основные направления работы на этот год. Отчет начнется в 9:45 по якутскому времени. Также он будет транслироваться на YouTube-канале НВК «Саха». Во время прямого эфира вопросы будут принимать по многоканальному телефону 8 411 2 32 01 11, а также через голосового ассистента по номеру 8 411 2 51 00 21 и портал OneClick Якутия. В регионах России начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. В частности, пункт сбора открыли и в Якутске. Регулируют работу пункта Общественная палата республики и волонтеры. Желающие могут помочь продуктовыми наборами, одеждой и деньгами. Ульяна Шагина продолжит. Решил не оставаться в стороне и поддержать жителей Донецкой и Луганской областей столичный предприниматель Анатолий Михайлов. Он закупился антисептиками для рук, а также масками. Ведь в это сложное время эвакуированные жители должны защищать себя и от коронавирусной инфекции. Ну, я считаю, что помочь, у кого есть возможность, конечно, должен. Разговоров-то здесь и быть не должно. Мы помогаем по своей возможности. Здесь помогаем. Ребятишкам, спортсменам помогаем. Ну, много кому. Ну, как бы озвучивать не обязательно, но ведь случайно ты заехал, завез и вы тут. Пункт сбора в Якутске по адресу Орджоникидзе 10 работает каждый день без выходных с 10 до 6 часов вечера. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками в равных пропорциях, укомплектованные в отдельные коробки по группе товаров с описью, отметили в пункте. Кроме того, принимают продукты питания и финансовую помощь. Общественная палата, Совет общественной палаты в пятницу своим решением решил объявить помощь, материальную помощь различными видами этим людям. Ну, если не приедут сюда, и такое тоже возможно, далековато все-таки, то отправят отсюда, туда, в Ростовскую область. Сегодня в Россию из Донбасса эвакуировано более 105 тысяч человек. По данным источника ТАСС, из них свыше 66 тысяч являются гражданами Украины. Между тем, сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также призвал украинских военных сложить оружие. Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам.
Владимир Путин связал действия России с самозащитой от создаваемых для нее угроз и еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Между тем, по мнению политического эксперта Чекура Гаврилиева, начавшаяся спецоперация российских войск на Украине – это в первую очередь принуждение к миру украинских силовиков. По его мнению, спецоперация не касается украинского народа, а направлена на националистический режим, который подавляет сегодня жителей Донбасса. Конечно, решение вопроса – то, что по Украине проходит красная линия, и эта страна из-за нашей безопасности, в целях нашей безопасности не должна вступать ни в другие какие-либо союзы, например, в НАТО. Украина с 2008 года постепенно хотела войти в НАТО и стоит в ожидании. Сейчас вот эта демилитаризация или принуждение к миру и подписание какого-нибудь соглашения затем заставит западные страны все-таки принять уже к своему сведению, что Украину никогда не возьмут в союз, военный союз, который идет против нашего государства. Заявление сегодня сделала и Минобороны России, которая заявила, что не наносит никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Владимир Павлов, Якутск. Что там у нас? Перейдем к другим темам. Центр Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на третью фазу испытаний препарата Лейтрогин. Настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата. Он способен помочь при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 средне-тяжелого течения. В исследовании примут участие 630 пациентов. Завершить его планируется 30 июня 2023 года. Число звонков в службу 122 снизилось на 40%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по организации работы колл-центров единой службы. По его словам, пик нагрузки на бесплатную горячую линию по вопросам коронавируса в большинстве российских регионов пройден. Чернышенко отметил, что наибольшее влияние на снижение показателя оказало сокращение обращений по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. А в 82 регионах среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. Вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в Алданском районе. Врачи напоминают о важности формирования коллективного иммунитета. Охват взрослого населения профилактикой составляет 71%. В районе ситуация по распространению COVID-19 остается напряженной. Ежедневно инфекция подтверждается примерно у сотни человек. Болеют как взрослые люди, так и дети. Однако более 90% получают лечение амбулаторно. Иммунизация показала свою эффективность. Большинство заболевших переносит коронавирус в легкой форме. Конечно, ведется очень большая работа с самими студентами. Каждый раз мы прямо в министерство пишем, сколько человек у нас вакцинировано, сколько у нас ревакцинации получили. Поэтому, если сроки уже дошли определенные, мы тоже им напоминаем, что надо еще пройти ревакцинацию. Звук, который получается при стимуляции кохлеарным имплантом, отличается от естественного. Сегодня, 25 февраля, во всем мире отмечают День слухового импланта. О том, как слышат пациенты после имплантации и как растут дети с такой особенностью организма, узнавали наши коллеги. Тут обычная батарейка, и каждый день ее меняем, заряжаем. И все. Он слышит уже. Микрофон тут находится. И все звуки тоже слышит через этот микрофон. Дети после первого подключения кохлеарной системы, как правило, не могут описать свое мироощущение, которое наполнено звуками. Они привыкают, и их слуховая система обучается понимать новые, непривычные сигналы. История Екатерины началась, когда ее сыну в возрасте 5 месяцев поставили диагноз тугоухость 4-й степени. Когда оперировали, нам говорили, что чуда не ждать, что, возможно, имплантация не поможет. Но спасибо хирургу Владиславу Евгеньевичу Кузовкову, спасибо нашей клинике. И операция прошла успешно, и сын не сразу, но начал слышать. Сейчас, в прошлом году мы сделали на второе ушко. И тоже после
после подключения пока не было никаких звуков. То есть он не распознавал. И только вот мы приехали на той неделе из Санкт-Петербурга, и вот вторая настройка уже дала результаты. И сейчас он уже начинает распознавать те звуки, которые он знает. На сегодняшний день в республике насчитывается около 1000 детей с нарушениями слуха, из них 460 с инвалидностью. И только около 250 из общего числа с кохлеарными имплантами. Стоит отметить, что с ходом времени и развитием научной медицины сейчас установка слуховых имплантов уже возможна в возрасте от 1 до 3 лет, что способствует легкой адаптации среди сверстников. Кохлеарная имплантация – это такое достижение медицинской науки, которое позволяет абсолютно глухому ребенку слышать, говорить и учиться даже в массовой школе. А после массовой школы он может поступить в обычное учебное заведение, высшее учебное заведение и стать вообще работоспособным. Да? Чтобы помочь социализироваться ребенку и раскрыть свой потенциал, уже не первый год в Якутске ведет свою деятельность дошкольный центр «Гнездышко». Здесь специализированные педагоги занимаются не только с детьми, но и с родителями, которые полностью вовлечены в коррекционный процесс ребенка. Детей от 0 до 7 лет, то есть от постановки диагноза до 7 лет. Срок реабилитации у нас составляет 5-6 недель. И к нам дети приезжают со всех уголков нашей республики. Основная цель нашей группы – это обучение родителей коррекционным методикам, чтобы они потом дома сами могли заниматься со своим ребенком. И для этого у нас есть школа родителя. Каждую пятницу родители проводят свои занятия, приносят свои игрушки, материалы. И потом мы смотрим и обучаем родителя, да, как улучшить это занятие, на что еще обратить внимание. Новые технологии и методики обучения, существенные достижения в научной медицине и, конечно, неравнодушное отношение к детям с такими особенностями здоровья. Пожалуй, все это и помогает в достижении одной из благородных целей – повышения эффективности реабилитации больных с тугоухостью и глухотой. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. В Якутии в связи с постепенным улучшением эпидобстановки прием плановых больных возобновила республиканская больница номер 2. Уточним, что медучреждение не прекращало прием экстренных пациентов. Все отделения возобновили работу. Это касается и платного отдела. Какими событиями ознаменовался этот день в истории, узнаем далее. День составления географических карт несуществующих земель. День арахиса в шоколаде. По народному календарю этот праздник посвящен памяти святителя Алексея Московского, всея Руси чудотворца, митрополита. В народе считается, что в этот день начинает таять снег, поэтому рыбаки получают хороший улов. В этот день принято выносить посевные семена на мороз. Считается, что так они закаляются и, попадая в землю, хорошо всходят. Знахари в этот день излечивают от испуга. Событие в этот день состоялось сражение при Грохове между русскими и войсками повстанцев в рамках подавления польского восстания 1830 года. Сэмюэль Кольт получил патент США на револьвер Кольт. В этот день в Москве открылся клуб театральных работников. Теперь это Центральный дом работников искусств. В США курица снесла яйцо весом 454 грамма. В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в Советском Союзе успешное коронарное шунтирование человека на работающем сердце. Советская станция «Луна-20» впервые доставила образцы лунного грунта на Землю. Горбачев открыл 27-й съезд КПСС с речью, которая продолжалась 5,5 часов. Горбачев начал вывод ракет СС-20 из ГДР и Чехословакии. В этот день было образовано Российское космическое агентство. В этот день родились Карло Гальдони, итальянский драматург, создатель национальной комедии. Огюст Ренуар, французский живописец, скульптор и график, представитель импрессионизма. Леся Украинка, украинская поэтесса, писательница и деятель культуры. Лев Арцемович, советский физик, академик АН СССР. Татьяна Вячеслава, российская балерина, балетный педагог, заслуженная артистка РСФСР.
Всеволод Санаев – советский кино- и театральный актер, педагог, народный артист Советского Союза. Аркадий Островский – советский композитор-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР. Джордж Харрисон – британский рок-музыкант, композитор, певец и продюсер, соло-гитарист группы «Битлз». Алексей Балабанов – российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Евгений, Антон, Алексей, Мария. Россия ограничит ввоз и использование гидрофторуглеродов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о регулировании порядка и объемов их обращения. Документ подготовлен в рамках выполнения обязательств России по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Гидрофторуглероды используются при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей и ингаляторов. Их относят к группе высокопарниковых газов, поэтому они негативно влияют на экологию. В частности, образуется парниковый эффект и возникает глобальное потепление. Согласно документу, ежегодный объем ввоза, производства и использования гидрофторуглеродов в России будет постепенно сокращаться. Минстрой России направит 3 миллиарда 300 миллионов рублей на модернизацию и строительство очистных сооружений озера Байкал. Средства будут выделены в рамках федерального проекта сохранения озера Байкал, национального проекта «Экология». Средства пойдут на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории. Ожидается, что по итогам комплексных работ объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в 2024 году уменьшатся на 41%. При этом будут введены канализационные очистные сооружения. Водоканал завершил основные работы по ремонту первого канализационного коллектора, благодаря которому центральная часть Якутска имеет бесперебойную канализационную сеть. Подробнее о работах и что еще предстоит сделать в сюжете Дмитрия Тымырова. Первый канализационный коллектор в столице региона был построен в 60-х годах прошлого века. Тогда это стало важным событием для развития города на вечной мерзлоте. Якутск начал стремительно расти. Сегодня благодаря этому коллектору центральная часть города имеет свое благоустройство. Вопрос капитального ремонта этой системы стоял давно. И вот в 2020 году эти работы наконец-то здесь начались. И это никак не повлияло на жизнь горожан. Мы нашли технологию, которая без остановки в глубине 9-11 метров проделать эту работу, значит, путем навивки. Значит, сейчас вместо старой трубы внутри навита пластиковая труба, которая прослужит еще, ну, по словам подрядчика, более 50 лет, но мы осторожно говорим, что где-то около 25 лет будет. Ремонтные работы по замене канализационной трубы шли в течение 2 лет бесперебойно, как силами подрядной организации, так и силами работников акционерного общества «Водоканал». Устранили все провисы в коллекторе номер 1. Совместно с подрядной организацией «Лайнертек» сделали санацию коллектора номер 1 полностью. Затем произвели ремонт внутренней части канализационных колодцев, проходной части тоннеля коллектора номер 1. В данный момент сейчас меняем опоры, изоляцию коллектора номер 1 и делаем усиление конструкции туннеля коллектора номер 1. Помимо этого, здесь остались работы по очистке самой шахты, обновление линий электропередачи и прокладка системы связи. Между тем, как отметили здесь, работы подрядной организации будут оплачены только в первом квартале этого года, когда предприятие получит возврат НДС. Мы в прошлом году договорились с подрядчиком о работе, он приступил, но, к сожалению, возврат НДС нам перенесли на первый квартал, это было где-то в сентябре, и, соответственно, у нас источника не оказалось. Ну, львиную часть, конечно же, мы оплатили, но 52 миллиона
обещали, показав обещание, значит, протокольное поручение главы, что мы в первом квартале оплатим. Подрядчик пошел на это, понимая, что это очень важный объект для города и что водоканал является хорошим плательщиком, поэтому поверил. Напомним, сегодня на территории города Якутска действуют 2 канализационных коллектора. Первый и второй оба прошли ремонт. Третий прокладывается по улице Чернышевского, из-за которого сегодня там перекрыта часть дороги. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Жители по-прежнему могут выбрасывать вышедшую из строя технику в мусорные контейнеры. С 1 марта обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку. Отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов и присутствуют в составе ТКО. Кроме того, согласно перечню отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается их захоронение на свалках. В это число входит компьютерное, электронное, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства. Тем временем россиян обяжут сортировать мусор. Граждане будут обязаны разделять отходы, а юридические лица заниматься их утилизацией. Такие нормы содержатся в законопроекте о создании системы обращения со вторичными ресурсами, который был внесен в Госдуму. Цель документа – повысить уровень использования отходов в хозяйственной деятельности, объяснили в Комитете по экологии и охране окружающей среды Нижней палаты парламента. Закон может вступить в силу уже с 1 сентября этого года. В Якутии запланирован двухмесячник по санитарной очистке. Он пройдет с 7 марта по 7 мая в южных и центральных и с 25 апреля по 26 июня в северных и арктических районах. Главам муниципальных образований республики рекомендовано организовать мероприятия. Кроме того, рекомендовано представлять ежемесячно отчет. Минэкологии Якутии призывает руководителей предприятий и организаций принять активное участие в проведении санитарной очистки и благоустройства закрепленных территорий, население принять активное участие в проводимых общегородских субботниках, а также соблюдать меры предосторожности с учетом эпидемиологической ситуации. Круглый год водители «Алмаз-Дортранса» доставляют грузы на северные площадки компании. Работа не останавливается даже в праздники. Как она проходит, узнавали наши коллеги. Меня зовут Григорьев Евгений. Я работаю по «Алмаз-Дортранс», в АТП, первая автоколонна, водителем. Каждый раз перед рейсом обслуживание автомобиля, это проверка масла того же, колеса, состояние автомобиля, лампочки работают, не работают, светозвуковая сигнализация. В кабине стекла протереть, все это сделать. Потом к контрольному, путевой лист. Опираюсь дальше, уезжаем работать. В автобазе с 2008-го, не помню. Я с самого, наверное, как только говорить научился, я сказал, буду как папа шофером. У нас ненормированный график. Уехали, пока задание не выполнено, в гараж не возвращаемся. Ну, что сделаешь, работа такая. Здесь же не просто, это же транзит еще. Да, по дому, да, скучаешь. Домой приезжаешь, 2-3 дня и опять хочется. Самый дальний рейс до Соскалаха, до северных морей, до моря Лактева. Полмесяца туда-обратно. Когда-то давным-давно на Алмаза Анабара возили, там вот приехали, в бане намыли, встретили вообще как родных. Водители друг другу на трассе помогают. А взаимовыручка, она должна быть. С МУАДом мы на зимниках мы всегда дружим с ними. Всегда и помогаем друг другу. И все мы возим. Ну вот абсолютно все. Когда дистопливо везешь, да, обязательно. Ответственность на этом чувствуешь, что, во-первых, его надо привезти, от этого зависит работа. Вопрос работает лучше, да потому что защищен. Здесь есть службы, ремонтная служба. Никто тебя нигде не бросит, никогда не оставит, не забудут.
Да, хотелось бы асфальт. Я вот еще мечтаю, что асфальт все-таки проложит, и я еще проеду по асфальту до того же. Ну, хотя бы до Мирного полностью будет он лежать. Стратегическая сессия «Женское предпринимательство. Новые вызовы и тренды» состоится 3 марта в Минпреде Республики. Мероприятие задействует всех участниц площадки и пройдет в интерактивном формате практического анализа и выявления ключевых идей, которые будут способствовать совместному развитию и росту предпринимательского сообщества. Женщины Якутии занимают довольно прочные позиции в бизнесе. Они представлены не только в торговле, сфере услуг, традиционных для женщин, но и в агропромышленном комплексе, строительстве, высокотехнологичных отраслях. Правительство дополнительно выделило 43 миллиарда 800 миллионов рублей на строительство школ из-за удорожания материалов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Планируется создать 293 объекта общей мощностью более 200 тысяч мест, из которых 4 школы почти на 2000 мест уже введены в эксплуатацию. Голикова уточнила, что средства будут предоставляться при условии соблюдения установленных правительством требований. Минпросвещение и Роспотребнадзор подготовили изменения в утвержденное ранее расписание экзаменов для выпускников 9 классов в этом году. Речь идет об основных сроках сдачи основного государственного экзамена по 3 предметам – русскому языку, математике и обществознанию. Предполагается добавить к срокам проведения этих экзаменов дополнительные даты и проводить их в два дня. Как сообщили в Роспотребнадзоре, изменения вносятся для того, чтобы провести эти самые массовые экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Регионы сами будут принимать решение проводить тот или иной экзамен в 1 или в 2 дня, исходя из ситуации на местах, сообщили в ведомстве. К другим темам. Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела по данным об отравлении парами хлора 4 детей в Якутске. Напомню, 4 несовершеннолетних отравились парами хлора при посещении одной из саун в столице республики 23 февраля. На место происшествия выезжал прокурор города. По предварительным данным, состояние детей удовлетворительное, однако 2 из них госпитализированы для обследования и лечения. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. В Алданском районе мужчина осужден к 160 часам обязательных работ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Жительница Сочи ищет правосудия после неудачной пластической операции. Обладательница титула «Вице-миссис Россия-2020» Юлия Тарасевич после пластической операции не может полностью закрыть глаза, а также утратила контроль над частью мышц лица. Следственное управление Следственного комитета России по Западному округу города Красноярска возбудило уголовное дело. В настоящее время назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также ведет поиск возможных пострадавших от некачественных услуг клиники. К сожалению, когда стало уже понятно, что у меня обездвижены мышцы лица, у меня не работал долгое время даже лоб. Потом отошел, и лоб хотя бы у меня сейчас функционирует, хотя они не затрагивали его. Стало понятно, что у меня не закрываются глаза из-за того, что у меня отрезано слишком много тканей. И сверху, и с нижних век. Они удалили мне практически все нижнее веко, отрезали. Я не могу сейчас улыбаться, у меня не работают мышцы, отвечающие за улыбку. Я не могу сморщить нос и не могу зажмурить глаза. Свыше 250 килограммов молока и молочной продукции было изъято из оборота по результатам проверки Роспотребнадзора. Удельный вес несоответствующей продукции составил почти 11%, в том числе по физико-химическим показателям 2%, по микробиологическим 8,5%. К административной ответственности привлечены сельскохозяйственные потребкооперации «Бай-Ас», «Лена», «Туйма» и «Хату».
Всего за прошлый год исследовано 2919 проб молока и молочной продукции, отобранных в рамках надзорных мероприятий в отношении объектов, занятых в сфере производства, торговли, общественного питания, медицинских организаций и общеобразовательных учреждений, а также в рамках производственного контроля. Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,8%. По оперативным данным Минсельхоза России, суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 51 тысячу тонн, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18 килограмм, что на 2 килограмма больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются республики Карелия, Мариэл, Мордовия, Удмуртия, Краснодарский и Приморский края, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Рязанская области. В этих регионах получено более 20 килограммов молока в расчете на корову. Сев ранних яровых культур, мягкая зима на юге и Северном Кавказе создала предпосылки для раннего сева, который начался в Крыму и в Ставропольском крае. На сегодняшний день в целом по стране уже засеяно порядка 20 тысяч гектаров. Кроме того, в стране продолжается подкормка азоимых культур. Для достижения максимальной урожайности особое внимание уделяется своевременному внесению минеральных удобрений. Готовность техники к работе в полях в настоящее время составляет около 86%. При этом к началу сезонных работ она будет обеспечена в каждом регионе в полном объеме. В Гонконге, который переживает резкий рост числа заразившихся коронавирусом, срочно создают места для изоляции и лечения пациентов. Больницы с наплывом заболевших не справляются и вынуждены размещать людей на улицах. Подробности далее. Администрация Гонконга, которая переживает стремительный рост числа заболевших коронавирусом, в спешке возводит медицинский центр на 1000 коек. Его строят на территории круизного терминала Кайтак, где раньше располагался аэропорт. Чтобы ускорить работу с материковой части Китая, сюда прибыли бригады рабочих. Кроме того, власти намерены переоборудовать под карантинные центры муниципальные жилые комплексы, отели и спортивные центры. Это позволит создать дополнительно 20 тысяч мест для тех, кто болеет бессимптомно или кому не требуется постоянное наблюдение врачей. На такие меры в Гонконге пошли после того, как больницы перестали справляться с наплывом пациентов. Их стали размещать на улицах в холодную погоду и под дождем. Чиновникам пришлось приносить извинения. Жители же считают, что они спохватились слишком поздно. Поддержка материкового Китая полезна в этой ситуации. Было похоже, что местное правительство действует без плана. У людей нет другого выбора, как следовать решению властей. Теперь материк берет на себя инициативу, и я думаю, что это хорошо. Зарубежные страны, например, европейские, сосуществуют с вирусом. Там граждане могут делать все, что хотят. Теперь омикрон не представляет особой угрозы. Почему Гонконг не делает того же, что и Запад? Или же правительство должно вести полную изоляцию, иначе нет возможности победить вирус? Как отмечают некоторые эксперты, система здравоохранения Гонконга оказалась в бедственном положении из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу. Это означает, что все пациенты с положительным тестом должны быть изолированы и не могут оставаться дома. Но с распространением штамма омикрон количество инфицированных значительно выросло. Сейчас ежедневно выявляют в 60 раз больше заболевших по сравнению с началом февраля. Наряду с другими мерами по сдерживанию пятой волны коронавируса власти рассматривают вопрос о тестировании всего населения Гонконга. Это почти 7,5 миллионов человек. Операторы сотовой связи в США начали избавляться от сетей 3G. В других странах этот процесс также стартовал. По оценкам экспертов, в крупнейших странах мира, включая Россию, сети 3G могут перестать работать до конца 2025 года. В России отключать 3G начнут в 2023 году. По оценкам экспертов, к 2025 году сетей 3G в России либо не будет вообще, либо они будут оставаться локально в каких-то районах с низкой плотностью абонентов. Боинг и Airbus выступили против развертывания сетей 5G. Они боятся, что новый формат передачи данных скажется на безопасности полетов. Подробности узнавал Никита Конев.
Руководители Боинга и Airbus призвали правительство США отложить внедрение 5G, заявив, что это может нарушить работу летного оборудования. Исполнительный директор Боинга Дэйв Колхун и генеральный директор Airbus Americas Джеффри Ниттель написали в понедельник совместное письмо министру транспорта Питу Бутиджичу. По их мнению, воздействие волн Си-диапазона 5G скажется на безопасности полетов. Авиационная отрасль и Федеральное управление гражданской авиации США ранее выражали обеспокоенность по поводу планов операторов мобильной связи AT&T и Verizon по развертыванию беспроводной сети 5G в начале следующего года. Так, государственное ведомство предупредило о помехах для чувствительной электроники самолета, такой как радиовысотомеры, которые могут приводить к отклонениям от курса. Развертывание сетей уже было отложено один раз, чтобы применить меры предосторожности, но авиационные группы заявили, что принятых шагов недостаточно. Боинг и Airbus предложили ограничить передачу данных сотовой связи в аэропортах и других важных районах. Между тем, торговая ассоциация CTIA, представляющая индустрию беспроводной связи, заявила, что 5G безопасен и обвинила авиационную промышленность в искажении фактов и разжигании страха. Мета разработает универсальный переводчик для своей метавселенной. Компания объявила, что создаст новый переводчик, который способен переводить устную речь с любого языка. Этот продукт будет частью метавселенной и поможет людям снять языковые барьеры. Как отметил глава компании Марк Цукерберг, возможность общаться с кем-либо на любом языке – суперспособность, о которой человечество всегда мечтало. По данным компании, несмотря на то, что современные автоматические переводчики хорошо знают широко распространенные языки, примерно 20% населения Земли не говорит на этих языках. Ветер с порывами до 135 км в час захлестнул Мадагаскар с приходом циклона Эмнати, 4-го мощного шторма, обрушившегося на остров в Индийском океане за последние 5 недель. Ветер с порывами до 135 км в час захлестнул в среду Мадагаскар с приходом циклона Эмнати, 4-го мощного шторма, обрушившегося на остров в Индийском океане за последние 5 недель. Страна до сих пор восстанавливается от урагана Батсирай, который 5 февраля стал причиной гибели 124 человек, разрушил или повредил более 120 тысяч строений и вынудил около 30 тысяч жителей покинуть свои дома. 22 января на Мадагаскар обрушился тропический шторм Ана, а на прошлой неделе циклон Думака унес жизни по меньшей мере 14 человек. По данным правительственной службы по вопросам рисков и стихийных бедствий, из районов, на которые обрушился Эмнати, были заблаговременно эвакуированы свыше 30 тысяч жителей. Вечером в среду циклон ослаб до тропического шторма, скорость ветра упала до 100 км в час. О жертвах или разрушениях сообщений не поступало. По прогнозам межправительственной группы экспертов по изменению климата, специального подразделения Организации Объединенных Наций, количество мощных тропических циклонов будет увеличиваться. Вернемся к новостям нашего региона. Спасатели и авиаторы МЧС России провели тренировку по десантированию из вертолета. Беспарашютные десантирования с вертолета на высоте 20-30 метров прошли на открытой местности около села Кильдямцы в городе Якутске. В ходе тренировки с спасателями отрабатываются спуски с вертолета на ограниченную площадку, на лес, на мерзлый грунт в дневное и ночное время, а также координацию работы с экипажем вертолета. Десантирование производилось с борта Ми-8 якутского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В самое ближайшее время в республике начнется декада здоровья. В рамках этого события сегодня в Якутске проходит акция «Национальный день здоровья». Подробнее расскажет моя коллега Надежда Саханская. Сегодня в республике отмечается Национальный день здоровья. Следует отметить, что эта знаменательная дата отмечена еще указом Михаила Ефимовича Николаева 2000 года. В целом все это делается для того, чтобы утвердить здоровый образ жизни в каждой семье, в рабочем коллективе, ну и вообще в республике в целом. Сегодня акции по Национальному дню здоровья проходят в торгово-развлекательном комплексе Туймада. Здесь волонтеры и медики совместно со СПИД-центром и
республиканскими больницами проводят некоторые тестирования для того, чтобы граждане узнали о статусе своего здоровья. Ну а рядом со мной находится Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Российской Федерации. Мы поговорим с ней о Национальном дне здоровья более подробно. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие же акции ежегодно включает в себя Национальный день здоровья? Да, как вы абсолютно правильно заметили, ежегодно, начиная с 2000 года, когда вышел указ первого президента Республики Саха-Якутия, мы отмечаем в конце февраля ежегодно Национальный день здоровья. Ну, конечно, прежде всего мы хотим привлечь внимание каждого жителя нашей республики к своему здоровью, к ответственному отношению к своему здоровью. И хотим всех призвать почаще обращать внимание на свое здоровье, беречь свое здоровье и, конечно, вести здоровый образ жизни. С сегодняшнего дня и по 8 марта во всех медицинских организациях республики будут проводиться такие же акции, значит, будут проводиться семинары, круглые столы о здоровье. И до, так скажем, пандемии мы, это Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, мы ежегодно выезжали в районы, там открывали наш Национальный день здоровья, но в связи, так скажем, с ситуацией, формат проведения, конечно, он меняется. Но, тем не менее, мы его ежегодно отмечаем и всегда говорим о том, что лучше профилактировать, лучше предупредить заболевание, чем потом от него лечиться. Скажите, а что нужно сделать простому гражданину для того, чтобы приобщиться к этому дню? Ну, наверное, для кого-то, возможно, это станет отправной точкой для ведения здорового образа жизни. Ну, что мы обычно включаем? Это основные, так скажем, постулаты здорового образа жизни. Это правильное, рациональное питание, это соблюдение питьевого режима, это соблюдение, так скажем, сна, да, здорового сна. Это активный образ жизни, то есть это больше физической активности в свою жизнь включать. Конечно же, это отказ от вредных привычек, от курения, от чрезмерного потребления алкоголя. Конечно, мы должны сказать о том, что вообще на самом деле вести здоровый образ жизни, на самом деле это сейчас модно. Это, в принципе, не так уж и дорого на самом деле. Поэтому всех призываем присоединяться к этой когорте здоровых людей, которые ведут здоровый образ жизни. Ну, вообще хочу сказать, что за эти 2 года, которые прошли, ну, даже уже 3 года, 3-й год пошел, как мы в пандемии. Конечно, мне кажется, что к своему здоровью стали все-таки больше обращать внимание, потому что наличие хронических заболеваний, оно, конечно, на течение, так скажем, новой коронавирусной инфекции очень сильно отображается. То есть, если есть хронические заболевания, это есть риск того, что заболевание будет течь тяжело и будут разные осложнения. Вот, поэтому, в любом случае, независимо, так скажем, и от пандемии, призываю всех вести здоровый образ жизни. Самый простой, наверное, один из, так скажем, самая простая возможность – это просто выйти на улицу, пойти пешком до работы, пить больше чистой воды, заботиться о своем ментальном здоровье. Сейчас это, мне кажется, очень актуальный вопрос в том числе. Скажите, а по сравнению с прошлым годом, который был объявлен у нас в Якутии годом здоровья, много ли граждан начали более ответственно относиться к своему состоянию, учитывая, что действительно появилась такая позитивная мода на сохранение здорового образа жизни?
Да, по данным Центра управления регионом, мы с ними очень активно совместно работаем. Центр управления региона проводит различные опросы, анкетирование населения. И по их данным на сегодня 60% наших жителей республики ответили на то, что они стараются вести здоровый образ жизни. Это вообще на самом деле очень отрадно, что вот все больше и больше людей стараются ответственно относиться к своему здоровью. Вообще в республике делается очень много. В прошлый год у нас был объявлен годом здоровья, когда мы уже со всех, так скажем, трибун и с высоких трибун правительства, муниципальное образование, это и, так скажем, на рабочих местах, да, мы говорим о том, что основное определение здоровья, значит, как говорит Всемирная организация здравоохранения, на 50% наше здоровье зависит от образа жизни. И только на 10-18% от системы здравоохранения. И действительно было принято много различных проектов, много мероприятий разных органов исполнительной власти, ведомств, общественных организаций, да, к тому, чтобы как-то ярко, с учетом, естественно, сложившейся ситуации, провести год здоровья. И на самом деле было сделано очень много. И этот год у нас как бы те мероприятия, которые стартовали в год здоровья, они продлятся еще и в десятилетие здоровья, которое было утверждено указом главы республики сыном Николаевым. Благодарю вас, Алена Михайловна, за предоставленную информацию. Ну, а я отмечу, что акция, организованная в рамках Национального дня здоровья здесь, в ТРК Туймада, продлится до 15 часов. Так что можете смело приходить сюда, узнавать о состоянии своего здоровья. И не забывайте, что вести здоровый образ жизни не только полезно, но и невероятно интересно. Коллеги, передаю вам слово. Перейдем к новостям спорта. Российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля. Серб Новак Джокович накануне проиграл чеху Иржи Веселому в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона 800 тысяч долларов. Таким образом, он не сумел защитить добытые год назад очки и уступит первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, который появится 28 февраля. Медведев станет третьим российским теннисистом, возглавившим мировой рейтинг. Ранее это удавалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Джокович провел на вершине рейтинга рекордную 361 неделю. В сборной России разрешили заполнить стадион на 70% в стыковых матчах чемпионата мира по футболу. Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение 2 матчей сборной России. Таким образом, 29 марта стадион «Динамо» можно заполнить до 70% от общей заполняемости. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Россия не смогла догнать Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА и осталась на 10-м месте. Накануне петербургский «Зенит» сыграл в ничью с испанским «Бетисом» в Лиге Европы. Это принесло 0,2 балла в рейтинг России, однако этого не хватило, чтобы догнать Шотландию, которая располагается на 9-м месте. Кемерово готовится ко вторым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». На днях состоялось заседание под руководством губернатора региона Сергея Цивилева и президента Международного комитета игр «Дети Азии» Владимира Максимова, в котором было принято решение по определению города Кемерово столицей вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Напомним, до этого главным городом был утвержден город Новокузнецк. В ходе очередного рабочего визита в Кузбасс президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов посетил кампус Кузбасского государственного технического университета, где предполагается разместить деревню спортсменов. В этом году запланирована реконструкция объекта, которая начнется в марте и завершится в декабре.
Владимир Максимов отметил, что при завершении реализации проекта кампус университета имеет все шансы стать одной из самых комфортных деревень спортсменов, а реконструированная территория станет ценным наследием игр для Кузбасса. В новом сезоне Дальневосточной юношеской футбольной лиги Якутия будет представлена в двух возрастных группах. В прошлой кампании честь республики защищали воспитанники якутских футбольных школ 2006 года рождения. В грядущем сезоне в лигу дополнительно вступят игроки 2007 года рождения. Составы обеих команд практически сформированы, приглашены юноши из ведущих школ республики. Они тренируются в спортивном комплексе «Даксун». Новый сезон ЮФЛ начнется в первых числах мая. ЮФЛ – это один из новых проектов Российского футбольного союза. Он разработан Союзом в целях развития футбола в целом на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Для спортивных школ Дальнего Востока, конечно же, он дает, во-первых, это возможность нашим детям проявить себя. И, конечно же, это же обмен опытом, во-первых, и повышение квалификации наших тренеров. В состав команды 2007 года рождения, которая дебютирует в лиге, вошли воспитанники футбольной школы «Дюша» номер 2 и номер 4, а также клуба «Динамо». В данный момент команда проходит сборы в Якутске. Однако в скором времени тренерский штаб планирует провести сборы и принять участие в турнире в другом регионе. Посмотрим на ребят уже конкретно в игровых ситуациях, в матче. И дальше планируем выезд куда-нибудь на сборы, в город Неринги, например. А в дальнейшем, может быть, выезд, проверочные контрольные соревнования в город Читу. Ребята как бы загорелись глазами, им очень интересно. Сегодня в Якутске стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Центр спортивной подготовки «Триумф» собрал более 100 сильнейших борцов Дальнего Востока из 11 регионов. Сейчас на торжественном открытии чемпионата находится наш корреспондент Марфирина Алексеева. Она готова рассказать о нем подробнее. Да, коллеги, приветствую. Ну что ж, Якутию представляют 60 борцов с республики, самые сильные наши именитые борцы. Ну а вторая по численности команда – это Бурятия, их 25 человек. Также участие принимают Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Забайкальский и Приморский край. Ну, хочется отметить, что призеры данного чемпионата смогут выступать на чемпионате России текущего года, что пройдет в июне месяце. Ну а сейчас я предлагаю пообщаться с главным судьей данного соревнования. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Расскажите, пожалуйста, кто сегодня здесь у нас? Мне кажется, самый такой главный вопрос, да, всех зрителей будет, кто представляет республику, кто в сборной Якутии? В сборной Якутии почти весь состав борется, проходит участие. А основные лидеры, которые прошлогодние призеры России до 21 года и на чемпионате России 5 место в Новый Гулан Яросад, Виктор, победитель нынешнего года Ергизинского турнира, и Сергей Нюргун, прошлогодний 3-й призер Ергизинского турнира, проходят сборы, поэтому вот эти 4 ребята, 4 спортсмена находятся сейчас в сборах, а остальные все борются. Сейчас мы вам немножко попросим оператора показать как раз-таки бои, а мы немножко дальше пообщаемся о том, скажите, как вы оцениваете соперников? Ну, основным соперником у нас сейчас борется Республика Бурятия и Забайкальский край. А кто в судействе? В судействе, ну, с Приморской, Амурской области и Бурятии тоже судьи, всероссийские международные категории судей. И наши якутские судьи. Спасибо. Спасибо большое за общение. Чемпионат, несмотря на то, что проводится без зрителей, прямую трансляцию данного чемпионата можно посмотреть на YouTube-канале «Триумфа». Также хотелось бы отметить то, что чемпионат проводится 2 дня. Самые такие основные интересные схватки будут проходить до 4, с 10 утра до 4 вечера, а также с 5. И завтра уже будет награждение, и мы узнаем имена победителей. Коллеги?
Горнолыжную трассу готовятся открыть 26 февраля в местности неподалеку от поселка Лебединый в Алданском районе. Ее протяженность 650 метров. К 2024 году там планируют обустроить горнолыжный курорт на базе школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. По информации Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта, работы по зачистке горнолыжного склона начали в 2018 году. Работы проводили на склонах Радиогоры, местной спортивной достопримечательности. В дальнейшем планируют разработку мастер-плана по комплексному развитию территории горнолыжной трассы с общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров с учетом пунктов проката лыж, кафе и фудкортов. Мы продолжаем. На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с актером Борисом Невзоровым, который скончался на прошлой неделе от коронавируса в возрасте 72 лет. Проститься с артистом пришли его многочисленные коллеги по Малому театру. Напомним, прощание в театре было решено не проводить из-за эпидемиологической обстановки. Среди известных киноработ Невзорова «Красные колокола», «Найти и обезвредить», «Без особого риска», «Говорит Москва», «Дети солнца», «Капабланка», «Красный цвет папоротника», «Грех», сериалы, «Марш Турецкого», «Каменская», «Дальнобойщики» и другие. В Петербурге состоялась премьера балета Бориса Эйфмана «Чайка. Балетная история». Новый балет народного артиста России показали на сцене Александринского театра. Сам Борис Эйфман после премьеры сказал: «Есть книги и темы, годами не отпускающие меня, провоцирующие на напряженные интеллектуальные поиски. Чеховская «Чайка» – гениальный образец подобного произведения». За внешней размеренностью сюжета в пьесе скрывается лабиринт важнейших философских идей. Борис Эйфман любит в своих исканиях опираться на произведения мировой литературной классики, перенося хрестоматийные сюжеты в мир балета. Одним из первых он обратился к наследию Федора Достоевского, создав балеты по романам «Идиот» и «Братья Карамазовы». Вы знаете, я никогда не доволен результатом, ни собой, ни результатом, ни актерами, но актерами чаще. Дело в том, что я такой перфекционист, я стремлюсь к совершенству, стремлюсь к созданию какого-то идеального спектакля, когда я мог бы сказать «Ай да Эйфман, ай да сукин сын». Вот, к сожалению, пока не доходит до этого. Я все еще жду этого момента. Вот. Несмотря на то, что я стал мэтром, во мне живет тот треплев, молодой бунтарь. И я очень надеюсь, что зрители сегодня это увидят. В Красногорске состоялся юбилейный концерт рок-группы «Любэ», посвященный 65-летию его бессменного лидера Николая Расторгуева. Группа выступила в концертном зале Крокус Сити Холл при участии Московского молодежного симфонического оркестра имени Ипполитова Иванова. Народный артист России незадолго до праздничной даты представил сборник своих любимых песен «Свое». В него вошли композиции Любэ разных лет, в основном лирика, к которой певец, по собственному признанию, относится очень трепетно. «Ночь», «Конь», «Эх, Москва», «Главное, что есть ты у меня», «Бабушка», «А река течет» из фильма «Родные». Из окон нашего Мне исполнилось ни много ни мало 65. Страшно. Но я об этом не думаю, о цифрах. Ерунда все это. Спасибо большое, друзья. Спасибо. Я понял, что вот именно в 65 только все начинается. У нас еще очень много впереди. Вот. И как сказала моя мама, что старость начинается, только начинается в 80. Поэтому все безумства и бесчинства у меня впереди. «Экспресс в прошлое». Цифровой туристический сервис «Руспас» представил новую подборку о железнодорожных маршрутах, где курсируют ретро-поезда. В обзор вошло 6 вариантов путешествий по России. Особое место занял Рускеальский экспресс, который может перенести пассажиров в атмосферу XIX века. Поезд на паровозной тяге курсирует в Карелии. Интерьер состава оформлен в стиле Николаевского экспресса. Он обставлен старинной мебелью, а в вагоне-ресторане играют на фортепиано. Экспресс возит пассажиров в горный парк с мраморным карьером, где добывали камень для строительства известных достопримечательностей Петербурга, в том числе Исаакиевского собора и Михайловского замка. Состав состоит из 5 вагонов и курсирует ежедневно круглый год.
В Ленском краеведческом музее открылась выставка «Посудная лавка». В экспозиции более 200 экспонатов, собранных на территории Ленского района. Среди них и экземпляры со столетней историей. Наш корреспондент побывала на выставке и изучила историю о посуде. Почти у каждого выставленного на обозрение экспоната есть своя история. Да и сама экспозиция представлена в исторической последовательности, начиная от глиняной посуды, заканчивая хрусталем Советского Союза. Например, это кружка из коры дерева, изготовленная старожилом Мухтуи Иннокентием Чупровым. А вот такие формы для выпекания пряников с оттиском двуглавого орла изготавливали до 1917 года при царской России. Латунными сковородами пользовались наши прабабушки и бабушки. А это уникальный термос тракториста-комбайнера. Их встраивали в кабину комбайна еще на моменте производства техники. Мы работаем на эмоции человеческие. Вот все, кто проходили во время оформления выставки, все говорили: у меня вот такая кружка, да, у меня вот такая тарелка. Вот это вот из такого я ела там в детстве. То есть человек получает эмоции. Есть посуда, связанная с историческими событиями. Например, подстаканники. Этот посвящен освоению Советским Союзом космоса. А этот кувшин с олимпийским мишкой выпущен в 1986 году. Есть посуда, которой более 100 лет. Этой тарелке 120. Мастера ее расписывали вручную. Уникальная посуда. Впрочем, как и каждый экспонат выставки, они отражают развитие посудного промысла, а также историческую память и ценность. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Метели ожидаются местами в Алаиховском и Нижнеколымском районах сегодня, 25 февраля. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении Гидрометеослужбы. На большей части республики ожидается небольшой снег, на юге и северо-востоке местами поземки при порывах ветра до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем на юге составит -4, -9, на северо-западе и северо-востоке -22, -27. В Аймиконе -27, -32. И в завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снег и -9, ближе к ночи ожидается -22, порывы ветра от 5 до 10 метров в секунду. В Нерюнгри тоже снежно, -8, ближайшей ночью температура воздуха составит -21 градус. В Ленске сегодня -11, к ночи температура воздуха опустится до -24 градусов, ветер до 10 метров в секунду. В Мирном -16, давление составляет 726 миллиметров ртутного столба, ветер до 8 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем -10 градусов, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -20, ветер от 4 до 8 метров в секунду, давление составляет 743 миллиметра ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше информации на наших сайтах. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.